Продолжаем дополнять информационную картину субботы. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах. В Пенсионном фонде России рассказали, кто может рассчитывать на повышенную пенсию и какой в этом году размер выплаты. Завтра стартует международный марафон в Словении. Якутянка Сардана Трофимова готовится его побежать. Нет плохой погоды. Расскажем, что прогнозируют синоптики на ближайшие выходные. Три человека получили травмы в результате ДТП, которое произошло накануне вечером на 8-м километре Покровского тракта в столице республики. По информации управления, 30-летний мужчина на автомашине Toyota Vista, следуя в сторону села Хатасы, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Vitz. Отмечается, что водитель Висты находился в состоянии алкогольного опьянения. При проверке по базе ГИБДД выяснилось, что права управления транспортным средством он не имеет. О даче объяснения нарушитель отказался. По факту дорожного происшествия возбуждено административное расследование. Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки в республике выявлен 221 новый случай коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 126 заболевших, в Нерюнгринском районе 10, а в Мегино-Кангаласском 8. По 7 случаев в Алекминском и Хангаласском районе, в Мирнинском 6. В Верхнеколымском, Вилюйском, Ленском, Усть-Алданском районах по 5 заболевших, и еще в 16 районах республики зафиксировано от 1 до 4 заразившихся. К слову говоря, накануне прошло очередное совещание оперативного штаба города Якутска под руководством мэра Евгения Григорьева. Принято решение о приостановке действия школьных транспортных карт со 2 по 8 октября включительно. Также бесплатный проезд временно отменили для школьников с 1 по 4 классы. Напомню, в столице в связи с ухудшением эпидобстановки по респираторным инфекциям до 8 октября не посещают школы все ученики. А между тем Минпросвещение Российской Федерации и Рособорнадзор подготовили проект расписания сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году. Основной государственный экзамен планируется провести с 21 апреля по 2 июля. Досрочный период вместе с резервными днями пройдет с 21 апреля по 17 мая. Основной с 20 мая по 2 июля. Также запланирован дополнительный период с 5 по 24 сентября. Что касается ЕГЭ, то в 11 классах он пройдет с 21 марта по 2 июля. Досрочный период сдачи начнется с 21 марта и продлится до 15 апреля, а основной период вместе с резервными днями с 27 мая по 2 июля. Отмечается, что основной период сдачи ЕГЭ начнется с географии, литературы и химии. Новые 12-метровые автобусы колесят по объектам удачного. Сейчас добираться до места работы жителям стало комфортнее. За последний месяц в город прибыло 6 новых автобусов, оснащенные по последнему слову техники. Более подробно смотрите в сюжете далее. Отражающая солнцезащитная шторка на лобовом стекле, индивидуальные кондиционеры, удобные мягкие кресла, бегущая информационная доска. Все опции защиты на случай ЧП. В удачной прибыли 6 новых автобусов для перевозки работников Алроса. Довольны даже водители. Мягкий, теплый. Вот. Функции, все современные функции в нем. Двигатель, Мерседес. Надежная коробка передач. Автобусы рассчитаны на 51 и 40 человек. Сейчас они работают в тестовом режиме. Вскоре их оснастят информационными экранами по стандартам Алроса. Закупят запасные части, чтобы не было простоев из-за поломок. Все водители пройдут обучение на месте. Дополнительно транспорт подготовят к зиме. Мы установили дополнительное оборудование самостоятельно на те автобусы, которые приобрели у завода МАЗ. Один из автобусов, который мы приобрели на Курганском автозаводе в группе ГАЗ, была произведена подготовка зимнего пакета, которая нас не устроила. От второго пакета мы отказались самостоятельно, утепляем их, доставим дополнительные обогреватели и печки, утепляем салоны. И думаю, что автобусы будут соответствовать требованиям.
Автобусы купили при поддержке администрации Удачного и депутатов. Их стоимость обошлась бюджету в 18 миллионов рублей. Всего за 3 года по программе технического перевооружения в город поступило 18 единиц новых пассажирских автобусов. Олеся Васева, Ирина Балкова, Денис Сиротин. Телеканал «Алмазный край». Подготовка к переписи продолжается. Всего 104 стационарных участков всероссийской переписи населения готовы открыть в столице республики к 4 октября. В рамках подготовки в округах и пригородах Якутска продолжает упорядочение адресного хозяйства. Между тем идет работа по подбору переписного персонала. Набрано 54 контролера, это 50% от потребностей и 146 переписчиков. По состоянию на 1 июля этого года на территории Якутска проживает 350 507 человек. Всероссийская перепись населения пройдет в этом году с 15 октября по 14 ноября. Граждане могут пройти ее дома или на иных переписных участках. Также это можно сделать самостоятельно онлайн на портале Госуслуг с 15 октября по 8 ноября. Родители-пенсионеры в Российской Федерации имеют право на повышенную пенсию, если их дети-студенты учатся очно по основным образовательным программам. Отмечается, что фиксированная выплата к страховой пенсии в повышенном размере устанавливается родителям несовершеннолетних детей независимо от факта обучения и нахождения на иждивении. После наступления совершеннолетия для получения повышенной пенсии нужно подтверждать факт обучения и нахождения ребенка на содержании у родителей. Также повышенную пенсию могут получать и те люди, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. В этом году размер повышения фиксированной выплаты с учетом одного иждивенца составляет 2014 рублей 83 копейки. Сегодня авиакомпания «Аэрофлот» выполнила первый в 2021 году рейс из Москвы в Якутск и в обратном направлении. Со 2 октября прямые рейсы будут выполняться ежедневно, кроме воскресенья на воздушном судне Boeing 737-800. Время прилета в аэропорт Якутск до 31 октября 8 часов 10 минут, время вылета 9 часов 30 минут. В расписании в период осенне-зимней навигации время прилета в аэропорт Якутск 6 утра, время вылета 7:20. В Мегино-Кангаласском Улусе в плане развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами принято решение взаимодействовать с региональными операторами. Глава Тюнгюлюнского наслега и генеральный директор компании «Экологические системы Якутии» подписали соответствующие соглашения об организации совместной деятельности. В дальнейшем планируется работа по организации и осуществлению сбора, транспортировки, а также обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов. Для этого необходимо построить стационарные объекты и сортировочные комплексы, полигоны. Мы апробируем данное направление. Безусловно, в процессе самой практики будут вводиться организационные коррективы. И в этом плане администрация муниципального района будет, конечно же, помощником, будет всячески организовывать и помогать концептуально. Что касается юридической подоплеки и взаимодействия с гражданами, конечно, здесь нужно, чтобы население понимало, что региональный оператор пришел помогать, но и та коммунальная сфера, которая сегодня будет развиваться в части сбора мусора, она, конечно, будет новой. Поэтому мы сегодня подходим с современным подходом. Мегино-Кангаласский район – один из учредителей регионального оператора. Поэтому думаем, что все у нас должно получиться. Ну и дай бог плотному сотрудничеству и плодотворной работе. В республике увеличилась популяция бизонов. Замминистра экологии и природопользования лесного хозяйства республики Сергей Сивцев на Алтайском экологическом форуме сообщил, что популяция лесных бизонов в регионе за 15 лет увеличилась с 30 до 250 особей. Это один из успешных международных проектов восстановления популяции лесных бизонов на евроазиатском континенте. Уже осуществлено 2 выпуска в естественную среду. Задача проекта – восстановление исторического ареала обитания лесных бизонов на территории Якутии, а цель – увеличение биоразнообразия экосистем севера и повышение их продуктивности и устойчивости. Путешественник из Ростова-на-Дону автостопом добрался до Якутии. На сегодняшний день Иван Шматов посетил 10 стран. О сложностях кругосветного путешествия, а также о дальнейшем маршруте узнавала Марферина Алексеева.
Итак, значит, я добрался до Тази каньона. Вот он такой красивый. Сейчас тут нет туристов, нет никого. Кругосветное путешествие Иван Шматов совершает уже на протяжении более 2 лет. Так совпало, что стартовал путешественник прямо перед пандемией. Но от своей цели Иван не отрекся. Процесс все-таки замедлился, однако удалось избежать скопления туристов и тщательно ознакомиться с посещаемыми странами. В Якутии я впервые побывал, в основном я в Юго-Восточной Азии. Я там пробовал в 10 странах. Это Китай, Вьетнам, Южная Корея, Филиппины, Малайзия, Индонезия, Гонконг, Макао. С 15 килограммами на спине Иван перемещается в основном автостопом. Бывало, проходил по 45 километров, прежде чем кто-нибудь согласится попутно подвезти путешественника. Направляясь в Якутию, отметил, что водители здесь отзывчивые. Менталитет людей, вот я что заметил, дальнобойщики, они все с друг другом вот так вот здороваются, когда едут. То есть на Западе такое не характерно. На Западе, если люди будут так смотреть на тебя с опаской, типа, что какой-то чувак едет там, я лучше проеду мимо и не остановлюсь, то вот здесь это как-то более лояльнее, что ли. То есть люди понимают, что если тебя не подобрать, то он замерзнет, или его медведи сидят, или еще что-то. На днях путешественник посетил Кангаласский мыс и туристический комплекс «Царство вечной мерзлоты». Хотел бы, конечно, Ленские столбы посмотреть. То есть это тоже одна из достопримечательностей, так сказать, Якутии. И вот город Мирный еще. Там вот где алмазы добывают, такой большой кратер. Тоже хочется посмотреть. Дальнейший маршрут путешественника отправится в Колымский край, Магаданскую область, проехать по так называемой трассе смерти и наведаться в заброшенные города-призраки. А после покорить Камчатку. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Лидер сборной России Сардана Трофимова готовится пробежать один из старейших марафонских стартов Европы. Якутянка выступит на Кошицком марафоне, который ежегодно проводится в первое воскресенье октября. Международный марафон в Словении проходит с 1924 года и традиционно собирает один из сильнейших составов среди осенних стартов. В этом году в нем впервые примет участие якутянка Сардана Трофимова. Напомню, что в мае этого года она получила нейтральный статус. Этот старт станет первым после этого события. В последний раз она выступала в апреле на чемпионате России. Заносит совершенно... С понедельника на канале НВК «Саха» стартует показ сериала «Камень счастья». Режиссером картины выступила Марина Платонова. Хронометраж картины 16 серий, каждая из которых будет продолжаться в течение 38 минут. Сценарист Сардана Сивцева Дана Сарт ранее отличалась такими работами, как, например, «Тайна одного лета». Сюжет этой картины повествует о строителях города Мирный в 60-е годы. Сериал охватывает 2 поколения. В данное время творческая группа завершила основной монтаж картины. У нас 4 октября у нас стартует сериал «Джолтаха». У нас рассказывает про работников алмазодобычи. Зрители ожидают новые локации, так как мы снимали в Якутске, в Мирном и в Хатасах. В сериале снимались очень много профессиональных артистов с Сахатеатра, с театра Ломхо и с театра юного зрителя. В завершении выпуска информация о погоде. Сегодня, 2 октября, днем в столице республики ожидается небольшой мокрый снег. Об этом сообщается на сайте Якутского гидрометцентра. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем +2, +4 градуса. Завтра ожидается погода без существенных осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ближайшей ночью температура воздуха -3, -5. Завтра днем +2, +4 градуса. Управление ГИБДД напоминает водителям о необходимости заранее сменить летнюю резину на зимнюю. К этой минуте это вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.